Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Информационная служба АТР работает для вас. Меня зовут Гульсум Халилова. Рада представить гостя нашей студии. Народный депутат Украины, фракция «Слуга народу» Павел Фролов. Витаю вас. Здравствуйте. Давайте начнем наш эфир со следующей новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время видеоконференции с депутатами Европейского парламента заявил, что международная площадка по вопросу деоккупации Крыма нужна для противодействия дальнейшим угрозам безопасности и для защиты прав крымчан. Крім економіки, грошей, для нас важлива геополітична підтримка. Окремі речі, на які ми хочемо звернути увагу, це поява й наша пропозиція Кримської платформи. Майданчика, на якому ми хочемо обговорювати найважливіші гуманітарні питання. Питання допомоги всім українцям, як кримським татарам, так і українцям, які потрапили за ґрати на території Криму, так і вже перебувають у Росії. Це повернення, звільнення цих громадян, а також деоккупація Криму. Как вы считаете, в каком случае крымская платформа по деоккупации будет эффективной? В любом случае, 5 лет вопрос Крыма, по сути, не был широко представлен. По сути, власть, попередники наши, они как бы разделили вопрос Донбасса и Крыма. И, безусловно, на всех площадках сейчас украинские дипломаты поднимают этот вопрос. Здесь... Но будет нечестно сказать, что предыдущая власть не поднимала вопрос Крыма на международных площадках. Ну, к сожалению, вот нормандский формат, он не включает в себя Крым. И этот вопрос возник не сейчас, это заявление о международной платформе о Крыме. Если вы помните, еще в июне министр иностранных дел поднимал этот вопрос. С Хайко Маасом в Германии. Да, это в Берлине было обсуждено. Потом во время переговоров премьер-министра Дениса Шмыгаля с Жозепом Борреллем, это верховный представитель по внешним связям Евросоюза, точно так же эти вопросы были обсуждены. И вот президент сейчас этот вопрос поднял. Безусловно, без участия России вопрос кардинально пока мы не видим, как он может быть решен. Но вот эта международная поддержка, то есть на первом этапе предполагается, что это будет консультативный формат. Дальше, конечно, хотелось бы, чтобы этот формат стал уже переговорным, и эта позиция по поводу нарушения России прав человека, нарушений международного права, она звучала везде, на всех международных площадках. И тут как раз президент очень четко сказал, что наша цель не то, чтобы это было на годовщину оккупации звучала эта тема, чтобы это носило формальный протокольный характер, а чтобы мы добились результата, чтобы мы вернули Крым и... Ну а как вот эта платформа поможет деоккупировать полуостров? Какой она должна быть? Какой она формат должна предусматривать? На каком уровне должна быть эта платформа? Ну, пока нет, это, скорее всего... Да, но я поэтому и спрашиваю, потому что пока не разглашают, как это будет. Но... Вопрос, безусловно, внешней политики. Ну а как вы видите? Ну, безусловно, нам чем больше будет представительства, тем лучше. В любом случае, я считаю, что должны быть привлечены здесь гаранты территориальной целостности Украины, подписанты Будапештского меморандума, США, Великобритания, плюс, безусловно, Франция и Германия, как участники нормандского формата. Это тоже очень хорошо, как если они это при... Мы же понимаем, что Россия постоянно вопрос Крыма пытается... обесценить, она вообще пытается, просто вот в состоянии игнорирования этого вопроса, она абсолютно вот игнорирует. Мы же знаем сейчас на территорию Крыма не допускаются никакие представители международных гуманитарных организаций. Права человека нарушаются, происходит не демилитаризация, а милитаризация ускоренными темпами, там по оценкам 100 тысяч уже военных российских.
Ну, вы правильно сказали, что на территории Крыма продолжаются репрессии против всех инакомыслящих, репрессии против коренного народа Крыма автохтонного, милитаризируется полуостров, не только полуостров, но и Черное и Азовское море. Это носит дестабилизирующий эффект на весь регион. Как влиять на это? Вы знаете, на Генеральную Ассамблею ООН в этом году вынесут 2 резолюции по Крыму. Одна коснется прав человека, другая милитаризации. Но ведь эти резолюции носят рекомендательный характер. Это не первая, не вторая, уже 5-я будет резолюция. Но это не влияет на действия России. Что должен предпринять мир, чтобы наконец-то повлиять на эту агрессию? Мир принимает сейчас санкции. Но очевидно, что в том числе недостаточно. есть крымские санкции, которые Россия несет, эти убытки именно только вот за оккупацию Крыма. Украинская власть постоянно поднимает этот вопрос о усилении санкций. Вот когда настал коронавирус, Россия на всех площадках международных пыталась закрыть, отменить эти санкции, пытаясь ссылаться на мировой кризис, на тяжелую обстановку, на то, что сейчас надо объединиться в борьбе с коронавирусом. Но видите, это России не удалось, и эти санкции, они действенны. Сейчас возникли колоссальные проблемы по достройке Северного потока-2. То есть это как кольцо сжимается, но мы понимаем, что мы не можем военными путями решать этот вопрос. Давайте подключим к нашей беседе Борислава Березу, народного депутата Украины 8-го созыва. Он с нами сейчас на прямой связи. Пане Бориславе, витаю вас. Витаю вас. Вы недавно на своей странице писали, что вы заразились коронавирусом. Как вы себя сейчас чувствуете? Нормально. Могло быть лучше, могло быть хуже, поэтому нормально. Могу с вами общаться. Берегите себя, выздоравливайте скорее. Спасибо большое. Да, вы слышали, президент Владимир Зеленский инициировал создание международной платформы по деоккупации полуострова. Как вы считаете, в каком случае такая платформа будет эффективной и как она должна выглядеть? Только в том случае, если слова не будут расходиться с делами. На сегодняшний день все слова президента расходятся с его же делами. Притом это не важно, что он обещает. Это он может говорить о том, что наступит конец эпохи бедности, или он никогда не переедет на госдачу. Он может сказать, что у него в голове война закончилась, а война будет продолжаться. Он может говорить о том, что он увидел мир или желание закончить войну в глазах Путина. Что бы он ни говорил, с реальностью это не связано. Более того, он говорит, что Фокин озвучивает свои личные мысли, но в то же время не отзывает его из ТГК в Минске. А когда Фокин заявляет о том, что он не видит в России врага и не видит войны с Россией и остается представителем президента в трехсторонней контактной группе, то это только говорит об одном, что он озвучивает то, что ему сказали в офисе президента. Поэтому слова Зеленского — это дань предвыборным обещаниям, не больше. На сегодняшний день он будет обещать все, чтобы привлечь хоть как-то избирателя, который покидает его, при том как и промайданный, так и антимайдан. Поэтому обещано будет и то, и другое. Например, он будет говорить, что мы в Минске не уступим, а Фокин будет говорить, что Россия друг. Каждый избиратель будет слышать свое, то, что он хочет. Угу. Но возвращаясь к платформе по Крыму. Платформа по Крыму должна состоять как минимум из 3 вещей. Первое — конкретное предложение. Второе — стратегия. И третье — команда, которая будет это реализовывать. На сегодняшний день нету ничего. Кто команда? Фокин, Ермак, Зеленский. Кто еще? Там еще, по-моему, водитель есть в 95-м квартале остался. Его тоже можно подключить. А еще очень забавная история. Опять же, возвращаясь к трехсторонней контактной группе, смотрите, вот мы говорим про кто будет где участвовать. На сегодняшний день туда всунули Тищенко. Я понимаю, что это кум Ермака. Я понимаю, что Маша Фокина через друга своего Андрюшу Ермака устроила туда своего дедушку. А в трехстороннюю контактную группу как-то не через Ермака можно попасть. А в эту платформу, которая по Крыму, тоже можно только через Ермака. Кто туда попадет? Понимаете, нужны компетентные люди. С знанием, с опытом, с пониманием. Желательно с дипломатическими контактами на уровне Европы, Америки. Этого нет. У Зеленского этого нет. А давайте сейчас послушаем выступление вместе Витольда Фокина на заседании комитета. И вот на студии народный депутат с фракции «Слуга народа» и обсудим вместе эту ситуацию. Стосовно війни. Я не політик. І зробити якесь
там йдеться війна між Росією і Україною, поки що я не бачу. Как вы считаете, Павел, может ли представитель трехсторонней контактной группы говорить, что он не видел войны на Донбассе, у него этих подтверждений нет? Его поставил президент в эту трехстороннюю контактную группу? Нет, не может, но я хотел отреагировать на слова господина Березы. Ну, мы услышали, вот вы задаете вопрос по поводу Крыма. Звучит президент такой, президент сякой. Вот вопрос ТКГ, вопрос, это минский формат. Это как раз вот, когда Береза был народным депутатом, я не говорю, что он как-то связан с президентом Порошенко, но именно та политика привела к тому, что в минском формате Крым вообще не звучит. То есть это вопрос сугубо о урегулировании военного конфликта на Донбассе. То есть вы спрашиваете про Крым, он говорит, а президент такой, а президент рейтинг. Ну, смотрите, вопрос же в чем? Сейчас вопрос стоит о Крыме. Безусловно, Донбасс это важно. Но вот как бы я не могу вот видеть, что люди просто критикуют безапелляционно. Ну, мы не разделяем тему Крыма и Донбасса. Украина, президент Зеленский как раз, вы считаете плохо, что 63 дня или 62 дня уже, по сути, практически в режим прекращения огня, ну, за исключениями там были провокации жесткие. А исключения это у нас теперь не считаются, да? И раненые, и погибшие это не считаются. Ну, это то есть давайте сделаем меньше. так. Господин Фролов, давайте мы сделаем так. Когда на нуле будут находиться представители фракции «Слуга народа», заседать там, и их будут обстреливать, мы будем рассматривать, что это перемирие. Если кому-то из ваших коллег, ну не дай Боже, и все же оторвет часть руки, ноги или голову снесет, то мы скажем, что это просто провокация. Ничего особенного. Ведь вы же такой же гражданин, как и все остальные. А почему я возвращаюсь к Минску и ТКГ, я вам хочу сказать, что именно там видно вся беспомощность и некомпетентность тех людей, которые сейчас подключены. По Крыму, к сожалению, нету ничего. Озвучьте стратегию возвращения Крыма. Озвучьте, пожалуйста, ее, и я скажу, что я был неправ. Кроме того, назовите, по каким пунктам или маркерам вы готовы ориентироваться по возвращению Крыма. И последнее. В тот момент, когда я находился в парламенте, я был с первого дня в оппозиции. Вы с первого дня в монобольшинстве, соответственно, в коалиции. Вы власть. Я воевал за интересы Украины в парламентской ассамблее. Ваша фракция пока непонятно за что воюет. Ну, вот, например, сегодня Олег Семинский в Чернигове избил обычного человека, проколол колеса. Это ведь депутат вашей фракции. Так вот, у меня ощущение, что вы как царьки пришли и не понимаете, что происходит. На самом деле ваша задача служить и обеспечивать, и защищать интересы украинцев и обеспечивать им безопасность и спокойствие. Вы не делаете ни первый, второй, ни третий. Так вот, возвращаясь к Крыму, назовите, пожалуйста, стратегию возвращения Крыма от «Слуги народа» и Зеленского. И я признаю, что вы компетентны. Есть такая стратегия? Эта стратегия будет разрабатываться. А где что же вы еще год не разрабатываете? 5 лет? Вы уже год в парламенте сидите, и она еще не разрабатывается. Я нормально отношусь к критике, если она конструктивная. А это не конструктивно. Трехсторонняя контактная группа, которая была с 15 Стратегию года. назовите по возвращению Крыма. Хватит, что вы сейчас дурачка корчите? Год. Назовите стратегию возвращения Крыма. Давайте, Господин Фролов, вы сейчас выкручиваетесь как уж на сковородке. Извините, пожалуйста, я просто я не вас не слышу. перебивал, Господин Фролов, вы Давайте выкручиваетесь, вернемся к Крыму. Назовите стратегию возвращения Крыма. Не ТКГ, стратегия возвращения. Вы говорите, через год у вас ее нету. Через сколько вы ее создадите? Вы уже год в парламенте. А вы за 5 лет создали стратегию Крыма? Возвращение Крыма. Вы 5 лет были депутатом. Я в оппозиции был, и мои предложения игнорировали. Так же, как сейчас вы игнорируете разумные предложения от людей. Что вы, что предыдущая власть в этом одинаковы на 100%. Как раз господин Зеленский в нормандском формате поднял вопрос о Крыме. Он это заявил и поднимал этот вопрос. Ну, там было вскользь, давайте по-честному, да? Только после там были переговоры, а то, что пресс-конференция, ну там не было часовых выступлений. То есть он уделил... Этого не делал господин Порошенко, который был
предшественник. Давайте все-таки вот возвращаясь Где к теме... стратегия? Да, возвращаясь к Стратегию теме назовите Крыма, вот Крымфронт. вы Я сказали, хочу что... услышать через год вашей работы в парламенте, через 1,5 года работы президента Зеленского, назовите стратегию возвращения Крыма. Если у вас ее нет, вы балаболы. Типичные балаболы, которые потратили 1,5 года жизни украинцев, обещая им мир, обещая конец эпохи бедности, обещая и не выполняя ничего. Поэтому, пожалуйста, стратегия возвращения Крыма. Вы Да, не поддержите можете- так активно. Вы назовите стратегию. Ну, это Мы просто тараторит, как... Нет, Смотрите, чётко, давайте вот четко, да, до по нас, Крыму. Что у смотрите. нас, вот что у нас сегодня есть по Крыму? Давайте, чтобы ответить на вопрос, чтобы вот Борислав говорит, да, он вот есть у нас такая стратегия, нет у нас такой стратегии, или на ней Смотрите, работают. Какие действия проводятся? Я не знаю, назвать, конечно, это стратегией сложно, но эта стратегия в любом случае, она не должна вот выставляться. Если это стратегия, а возможно, она должна быть для служебного использования. А это должны быть дипломаты, спецслужбы. Это можно выйти, что-то прокричать. Но нам нужна поддержка мировая, на международной арене. Подпишется под этой стратегией Евросоюз, страны НАТО, Соединенные Штаты Америки. То есть это вопрос дилетантский. Дайте стратегию. Что мы делаем? Мы крымчанам даем возможность учиться в Украине. Всячески мы привлекаем, создаем условия для того, чтобы население Крыма могло в Украине получать все условия, несмотря на то, что там их принудили взять паспорта российские, несмотря на то, что их заставляют, по сути, служить в российской армии принудительно. Мы отменили то, что было такое постановление Нацбанка, которое считала крымчан, украинцев, которые там принудительно получили гражданство, их вынудили, они считали здесь резидентами на территории Украины, в Херсонской области, в Киеве. То есть я не могу сказать, что у нас успешная политика, потому что мы судим по результату. Безусловно, Крым остается оккупационным, но сказать, что мы ничего не делаем, это тоже несправедливо. Давайте к трехсторонней контактной группе вернемся. Можно извинить, пожалуйста, одну фразу? Да, можно. Угу. На сегодняшний день происходит военный конфликт между Азербайджаном и Арменией. Угу. Азербайджан хочет вернуть свою территорию Нагорного Карабаха и еще нескольких районов. Ереван или другие районы их не интересуют. Это старая история, которая началась даже не в этом веке. Так вот, у Азербайджана была достаточно длительная стратегия возвращения этих территорий. И на сегодняшний день они усилили армию, они создали нормальную экономику, и они получили поддержку страны Турции, которая обеспечивает им не просто возвращение их территорий, но, как видите, Россия не вмешивается в этот процесс, потому что, хотя Россия и Армения, они члены ОДКБ, и в то же время не вмешивают. А Азербайджан проводит политику возвращения своей территории. Это одна из стратегий. И она была озвучена очень давно, и она реализована. Были и другие стратегии, которые не смогли получить результат финальный. Но одна из них, мы сейчас видим ее реализацию. Озвучена она была и давно. И еще при Гейдаре Алиеве. Ильхам Алиев продолжает. Проблема в том, что вы не осознаете главное. Стратегия выписывается не на год, не на 10 лет, а на достижение результата. И считается реализованной после ее достижения. Япония и сегодня возвращает Курилы. Поэтому вы, как сказали, у нас неуспешная стратегия, у нас неуспешная политика, мы не можем предоставить результат, вы стратегию покажите. И мы будем, если ее реализовывать, тогда будет результат. Может быть, не при вас, может, не при мне, может, позже. Вопрос в том, что у вас ничего нет, потому что вы не можете ее разработать, к сожалению. И проблема в том, что вы не хотите это и признать, понять и исправить. Спасибо. Да, Борислав, ну тут еще такая история же есть. Министерство иностранных дел Украины недавно передало президенту Владимиру Зеленскому стратегию и концепцию по диалоговой платформе по Крыму. А может быть, через какое-то время мы все-таки увидим результаты, может быть, все-таки увидим эту стратегию, которую разработало Министерство иностранных дел. А вот относительно Нагорного Карабаха, там же тоже был Минский процесс. 26 лет, там же тоже был Минский процесс. И, к сожалению, вот сейчас мы видим, что Азербайджан уже начал активные действия, боевые за возвращение своей территории, за деоккупацию своей территории. Может, действительно, нам тоже уже нужно извлекать из этого какой-то урок для себя?
Ну, Как вы безусловно, считаете? любая история, любые конфликты – это урок. Безусловно, это нужно изучать и оценивать. И тем более сейчас, когда мы, по сути, наблюдаем за этой острой фазой конфликта, который сейчас, к сожалению, идет, гибнут люди постоянно. Вы за отставку Витольда Фокина? Ну, то, что он говорит, это, я считаю, это неприемлемо. То, что звучит. Я, безусловно, понимаю, что участвовать в этой группе и добиваться возвращения пленных украинских, добиваться прекращения огня, это сложные вопросы. Россия — это прекрасный манипулятор, они постоянно вот эти вот дергают за ниточки, но высказывания, безусловно, которые звучат от господина Фокина, они, я считаю, не соответствуют. Ну вот сейчас, вы знаете, ни стратегии, «Голос» ни инициировал сбор подписей за отставку Фокина. Вот вы бы готовы были подписаться под таким документом? Ну, смотрите, а что такое сбор подписей? Это вопрос внешней политики, это есть глава президента внешняя политика. Безусловно, мы будем по своим коммуникациям доносить эту информацию, наше видение, но подписываться, я не думаю, что это на что-то повлияет, эти подписи. И куда эти подписи? Это нельзя принять постанову парламента о том, что отозвать Фокина. Это прерогатива президента. Безусловно, мы будем коммуникацию доводить наше мнение о том, что это неприемлемо. Пане Борислава, и вот по теме Минска, да, даже если мы увидим отставку Витольда Фокина, как это повлияет вообще на эффективность Минского процесса? Можно ли сегодня его реанимировать, учитывая, что Россия постоянно выдвигает какие-то ультиматумы, последним из которых это было постановление Верховной Рады о местных выборах? Знаете, на самом деле я уже устал объяснять новому поколению депутатов, что Минские соглашения были подписаны не для того, чтобы их реализовывать, а для того, чтобы выиграть время. Потому что это фактически остановило уничтожение большого количества украинских воинов, которые были в тот момент под ударом, и остановила российскую навалу. С точки зрения международного права и с точки зрения международных юридических институций этот договор, это соглашение считаются никчемным, потому что они были подписаны под военным давлением. Это стандарты европейской политики, это стандарты международного права, это надо знать. Но все-таки я смотрю, как молодое племя, поколение такое слуг, все пытается оправдать, что надо выполнять. Не надо выполнять, не получится. Потому что для того, чтобы выполнять, для начала сообщите россиянам, что согласно ранних договоренностей они должны немедленно отойти из Дебальцева. Потому что по Минским соглашениям Дебальцево — это наша территория. Они что-то не отходят. Есть еще другие моменты, которые россияне игнорируют. Я что-то не вижу, чтобы их принуждали. Минские соглашения — это Гордиев узел. Его можно только разрубить. Развязать его невозможно. Господин Фролов, вам надо объяснять, что такое Гордиев узел? Ну, Видимо, надо. Диванные Так вот эксперты, я могу вам объяснить, интересно спросить, что вы добились? Это не Что вы Зеленский. добились Послушайте в сюда. международной политике? Я хочу, чтобы вы просто поняли для себя легко на главную диване вещь. комментировать и критиковать, но это не... Подождите секундочку. Я хочу сказать так, чтобы вы поняли. Вы думали, что вы попали в мед, и вы будете, что бы вы ни делали, какую халепу вы бы ни создавали, вам никто ничего не скажет. Пока я находился в парламентской ассамблее Совета Европы вместе с другими делегатами, у нас была победа за победой. Когда в 2019 году президент Зеленский отказался коммуницировать и помогать делегации, начались поражения. На сегодняшний день мы не слышали ни об одной победе украинской делегации нового созыва. Ни об одной. Они не смогли даже заблокировать назначение вице-президента от российской делегации, что нам, без президента Зеленского, удалось сделать. Господин Береза, кроме резолюции, какие победы еще есть? Где победы, Признание России, которые можно страной агрессором. показать, крымчанину показать и жителю Донбасса? Я вам рассказываю, какие. Я удивлен, что вы не знаете. Мне казалось, что вы должны хоть чуть-чуть интересоваться международной политикой и решениями ПАСЕ. Так вот, с точки зрения решения нашей делегации, с точки зрения того, что наша делегация добилась. Подождите. Наша делегация добилась признания России как страны-агрессора и страны-оккупанта, на наложение на Россию всех обязательств по обеспечению всех необходимых прав, свобод и необходимости для всех жителей оккупированных и аннексированных территорий. Признана оккупация и аннексия именно в парламентской ассамблее. Сколько вернули
Сколько вернули пленников, заложников при... Значительно больше было возвращено, Ну, вот вранье. значительно больше Это было полнейшее возвращено, чем за все время. Сколько было присутствия дней президента. перемирия, сколько не стреляли, сколько дней не гибли. Еще раз, я уже вам ответил. Ну, это манипуляция и вранье. Канала, у одной из сотрудниц канала АТР, именно благодаря тому, что я работал в парламентской ассамблее, и она это может подтвердить, я думаю, что Кульсум знает, о ком я говорю. Ее отец был возвращен из Крыма, где он сидел в тюрьме. И Все, именно мои выступления каждый раз поняла. и постоянно на всех этапах и на всех переговорах активизировали его фамилию. Так что не надо рассказывать. Как раз поймите вы, наконец-то, что сделано было много до вас, значительно больше, чем вы сейчас сделали. Но вы все время апеллируете. Кто вам сейчас мешает хоть что-то сделать? Почему достижений нет? Потому что не умеете, не хотите и не можете. Ну, обиженно. Спасибо, Борислав. У нас немного времени, к сожалению. Мы должны с вами уже вынуждены попрощаться. Борислав Береза был с нами на прямой связи, народный депутат Украины 8-го созыва. Спасибо вам большое. Ну вот, возвращаясь к трехсторонней контактной группе, да, вот то, о чем мы говорили. А что действительно сегодня выведет Минск из той стагнации, которая на сегодня находится? Вы же видите, что Российская Федерация действительно выдвигает различные ультиматумы и блокирует этот процесс. Что сегодня у нас есть, чтобы влиять на работу этого процесса? Прежде всего, я прокомментирую. Было сказано, что Минские соглашения — это никчемный характер имеют. Смотрите, Минские соглашения, они утверждены резолюцией Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. К этому документу привязаны санкции, которые наложены на Россию. Это легко, конечно, я уверен и я знаю, что были попытки, когда пришла команда Зеленского, выйти, и это все зондировалось, но это же не в телеэфирах это обсуждалось, а безусловно были переговоры, были зондирования ситуации, как можно, потому что то, что прописано в этих Минских соглашениях, но это же как бы выполнить действительно невозможно. И как это то есть вы понимаете, что Минск нужен для санкций против России? Минск нужен для санкций и для той площадки. Вы же понимаете, что Балуха вернули наших пленных тогда, и перемирие, прекращение огня, какое, да, я согласен, конечно, там погибли люди за эти 62 дня, погибли украинцы, но это в колоссальное количество раз меньше, чем это было при том, когда тот же Береза был депутатом, а Порошенко был президентом. Но это же очевидно, что стреляют значительно меньше. И вы поймите, что без мира любые вопросы, гуманитарные, политические, военные, инвестиции, развитие территории, они же невозможны. Ну там же невозможно, если стреляют. Как можно туда вкладывать, как можно развивать людей? И в каком состоянии люди? Ну это же очевидно, что вопрос мира. Вот эта воинственная политика, к чему она привела? Ни к чему. Еще больше стреляли тогда. Да, прекрасно. Я согласен, что да, много было сделано в ПАРЕ, но результат, смотрите, результат. Мы понимаем, что Россия в любой момент может начать... Это была санкция в отношении Российской Федерации, лишение ее полномочий в парламентской ассамблее Совета Европы. Да, но Совет Европы, там же надо же договаривать. Да, они пошли на это. Но потом, когда они посчитали и когда они увидели, что они теряют бюджеты, то я уверен, что это не зависело от того, какие представители Украины были. Безусловно, от чего зависело, если до этого российскую делегацию не возвращали в ПАСЕ? Ну, это зависело от той позиции. Вы понимаете, что происходит... Россия сразу после того, как ее лишили полномочий, прекратила свои членские взносы. И годами она не возвращалась в парламентскую ассамблею. Такое решение не было принято. Правильно. Но они же тоже не сидели сложа руки. Они проводили переговоры. И, к сожалению, при всей той большущей поддержке, безусловно, у европейцев тоже есть свои интересы. И тем же участникам нормандского формата им все сложнее объяснять своим предпринимателям, своему большому бизнесу, своим гражданам, а почему Германия, Франция и так далее должны нести издержки. К сожалению, та политика, которая была там при Маргарет Тэтчер, когда действительно принципы, это было все. Сейчас ситуация намного сложнее. Но это то, о чем говорит президент Зеленский. Европа должна понять, что Российская Федерация несет угрозу всей мировой безопасности. Да,
Да, это вот видите, вы даже цитируете президента. Это так, и в том числе и в Крыму. Действительно, это угроза не только, это угроза Черноморская, Средиземноморская региону. Это угроза милитаризации Крыма постоянная. Мы с вами вскользь обсудили Нагорный Карабах. Я все-таки хотела бы подробнее обсудить эту тему, эти события в Нагорном Карабахе. Уже сегодня, как известно, Азербайджан заявил об артобстреле своего приграничного района со стороны Армении. В свою очередь, азербайджанская армия заявила об уничтожении армянского мотострелкового полка и полковника. Армяне отрапортовали о том, что они сбили вертолет противника. Интересно, что обе стороны опровергают заявление врага и количестве потерь. В связи с конфликтом в Нагорном Карабахе Армения готова прибегнуть к военным механизмам Организации договора о коллективной безопасности ОДКБ. Это произойдет в случае расширения географии боевых действий. В связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе Постоянный совет ОБСЕ сегодня вечером проведет специальное заседание. На повестке дня боевые действия между Азербайджаном и Арменией. В Министерстве иностранных дел Турецкой Республики заявили, а именно Мевлют Чавушоглу сказал, что официально Анкара рассматривает всевозможные варианты помощи властям Азербайджана в конфликте с Арменией. Давайте послушаем его. Прийшов час покінчити з окупацією Вірменії, час платити за рахунками. Негайне звільнення Вірменією окупованих земель Азербайджану відкриє шлях для встановлення миру і стабільності в регіоні. А вот премьер-министр Армении Никол Пашинян провел экстренное заседание Совета безопасности, посвященное ситуации в Нагорном Карабахе. Вот о чем там говорилось. В ході засідання обговорювалася оперативна обстановка на карабахсько-азербайджанському кордоні і дії, спрямовані на нанесення Збройними силами Вірменії відповідного удару противнику. Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с лидером Армении, а также с лидером Азербайджана. А вот государственный секретарь США Майк Помпео призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе. А в Штатах призвали стороны конфликта вернуться к диалогу, как, впрочем, и призвала их Ангела Меркель. Давайте послушаем Помпео. Ми з міністром закордонних справ звернулися до конфлікту в Нагірному Карабасі, де обом сторонам необхідно припинити насильство і як можна швидше повернутися до предметних переговорів. Азербайджан подключаем к нашей беседе. Али Гаджизаде, политический аналитик, с нами сейчас на прямой связи. Али, салям алейкум. Здравствуйте, салам. Здравствуйте. Расскажите последние новости. Что сейчас происходит в Нагорном Карабахе? На данный момент идут бои на северной части и на южной части Карабаха. Почему я сказал Карабаха? Потому что мы должны понимать, что есть Нагорная часть Карабаха, это бывшая территория НКО, и территории, прилегающие к ней. Это тоже все считается Карабах, то есть географически, исторически. То есть идут сейчас бои в северном направлении и в южном направлении. В южном направлении азербайджанская армия начала операцию в сторону города Физули. Это райцентр одноименного района. Но когда мы говорим город Физули, я бы сказал, это бывший город Физули, то есть что там осталось от него, там, руины этого города. И азербайджанская армия в данный момент проводит операции на подступах к Физули. Продолжаются обстрелы с армянской стороны сел, которые находятся близко к линии соприкосновения. Видимо, главная цель все-таки заставить жителей покинуть эти территории, посеять какую-то панику среди населения этих сел. Но люди пока что вполне адекватно реагируют, люди понимают, что это военное время и в целом относятся с пониманием. Кроме того, азербайджанская сторона обнародовала сегодня информацию о погибших среди гражданских лиц. Это 12 человек погибших и 35-36 человек раненых на данный момент. Но цифры могут меняться в любой момент.
Какова вероятность того, что Азербайджан полностью освободит оккупированную территорию? Знаете, я думаю, трудно сейчас делать какие-то точные прогнозы, но, естественно, деоккупация всех территорий, восстановление суверенитета Азербайджана на всей территории страны является самой первой задачей для государства, для азербайджанского правительства. И на данный момент Азербайджану удалось занять несколько очень важных позиций, архиважных позиций, которые укреплялись с армянской стороны в течение 25-26 лет оккупации и по всем правилам военного дела считались неприступными. Но азербайджанские спецподразделения заняли эти позиции в течение 5-6 часов. И эти позиции позволяют азербайджанской стороне контролировать сразу несколько стратегических дорог на территории Карабаха и оперативно реагировать на обстановку. Поэтому, почему я упомянул об этих позициях, в случае, если Азербайджан продолжит до конца операцию, занятые позиции будут играть роль очень хорошего подспорья для того, чтобы полностью переломить ход военных действий и сделать так, чтобы армянский военный контингент, который находится на территории Азербайджана, покинул пределы Азербайджана. Сегодня в Армении заявили, а именно министр обороны Армении Арцун Аванесян заявил, что турецкий истребитель в воздушном бою сбил армянский. И Ереван сейчас обвиняет Анкару в прямой военной агрессии, что якобы там задействованы турецкие F-16. Знаете, я думаю, что если бы там были задействованы турецкие F-16, то бои были бы сейчас не на подступе к Физули, а на подступе к Еревану. Это очередная провокация с армянской стороны. Допустим, если такое имело место, почти у всех государств, сопредельных государств региона, я имею в виду Турцию, Иран и Россию, есть технические возможности отслеживать все полеты над территорией Армении и над территорией Азербайджана, включая полеты небольших самолетов и небольших дронов. Если такое имело место, то наверняка российские радары это бы зафиксировали. Я предлагаю господину, заявившему вот такие вот вещи, потому что министр обороны это господин Танаян, заявил, я так понимаю, пресс-секретарь Министерства обороны Армении, да. Я предлагаю ему все-таки обратиться к соответствующим службам Армении, чтобы ему предоставили данные радаров, потому что радары все фиксируют. Спасибо вам большое. Чохсагулнас, Олег Гаджизаде, политический аналитик из Азербайджана, был с нами на прямой связи. Ваш прогноз. Чем это все закончится? Буквально 30 секунд. Ну, тут сложно делать прогнозы. Безусловно, военные действия, это гибнут люди, поэтому мы видим, только Турция поддерживает четко сторону. Украина всегда поддерживала суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, никогда не вызнавала вот эти образования. Но учитывая то, что весь мир призывает прекратить боевые действия и прекратить войну, я считаю, что должны быть использованы мирные переговоры. И с учетом того, что по миру и в Украине очень распространены диаспоры Армении, Азербайджана, Украине здесь нужно все-таки не вставать четко на чью-то позицию, хотя Азербайджан наш стратегический партнер, но четкое позиционирование на чьей-то стороне, это будет, я считаю, это будет вредить интересам Украины. Как, впрочем, мы заявили в нашем ведомстве и призвали вернуться стороны конфликта к диалогу. Спасибо вам большое. Народный депутат Украины, фракция «Слуга народа» Павел Фролов был гостем нашей студии. Ну а я вынуждена с вами попрощаться. Но эфир телеканала АТР продолжается буквально через несколько минут. Прайм Муждабаев в эфире. Не пропустите. Коршкенч.